немножко надо подкрепиться, потому что я еще столько дел уже сделал, а я еще не завтракал. Немножко чуть-чуть подогрел суп. Горячий не хочется, чтобы был теплый именно. Ну и позавтракаю. Самое то. Не горячо, не холодно. Сейчас позавтракаем и займемся дровишками. Как с дровами разберемся, пойдем донки проверим. Заодно, наверное, еще прикормку туда закину, на другой берег. Может, еще после того, как донки проверим, порыбачу. Аппетит здесь очень хороший. Когда чем-то ты занят, нагуляешь аппетит. Не знаю, дождусь, нет, я, чтобы закипел чай, надо вот этот кисель заварить, вот эту кружку. Он сладкий. И с хлебом тоже попить.
Сейчас забодяжим кисель. Господь туда. Попробуем. Дома жена приготовила, там вроде нормально получалось. Не знаю, как там она заливала. Ну, химия, одним словом. Что тут скажешь? Ну, будем пробовать. Густеет сразу же. Не знаю, все заливать или нет. Да, наверное, на 2 раза даже. На 2 кружки сделаю. Потому что начало сразу густеть. Такой морщик такой сделаю. Еще 2-ю кружку чуть позже. Да, густеет. Нормально так? Вон она как становится. Эта пачка минимум на... Ну вот тут написано, что 150-200 миллилитров этот пакет. Ну, 1 стакан. Но если я все это 1 стакан залью, то у меня получится густой слишком. А вот тут уже такой вот получилось. Да. И нет, это на другой раз оставлю. Чуть позже разбавлю. Потому что густым станет. Хотя бы на 1,5 кружки вот таких. Вот это. Но на 1 кружку как будто много. Вон такая получилась. Все, пока остывает, я сейчас дальше пойду дровышки готовить. Здесь я уже сухие дрова все приготовил. Вот смотрите, вот тут под нарами столько. Здесь сухие. И здесь сухие для растопки. В принципе, хватит. Я еще сейчас... Там еще вон сколько чурок приготовил. Оспач тулан. Сколько чурок. Тут все сухое. Это для другого похода. Для путников, кто если будет ночевать. Это все заготовил я. И еще сейчас, ну, дальше снимать не стану. Я еще чурок 5, наверное, принесу именно сырые дрова. Чтобы подкидывать там. Да? Ну, здесь, чтобы что-то развесить, когда сырые, одежда там, может пригодиться проволоку туда. Угу.
мысли в голову поздно доходят. Можно это дело было уже первый день нарвать по возможности, как приехали. И уже по вечерам сделать метлу здесь. Как бы только домой вези готовую метлу. Но уже все, поезд ушел. Так, ну тут еще я приготовил сырые дрова. Это на 4 части так расколоть и подкидывать на угли, чтобы жар держал. В принципе, все, с дровишками я разобрался. Для Тулана сейчас готовить не стану ничего. Сухомятку я ему дам. Он завтракал плотно. Ну и до отъезда я еще так сухомятку дам. Что-нибудь. Здесь ельцы. Это с прошлой рыбалки он на живца вот не сработали ельцы, как бы мороженые, вот, которые вот я оставлял. Другой раз я так замораживать не стану. Надо живые и ёрш желательно налима. Ёрш, пескарь очень. Они любят это. Погода, ну как, снова снегопад пошел. Не знаю, что-то с утра было прояснялось, а сейчас вон как все затянуло снова. Сейчас я попью кисель и, как сказать, сходим на этот домик проверим. Что-то попалось, нет. Подкинул дровишки. Там еще чайник скипятить надо. Господь Тулан. Вкусно, между прочим. Очень вкусно. Хорошо, что я полпачки только сюда разбавил, потому что перебор сладкий был. Даже для меня стал бы перебор сладкий. Горячий только, блядь. Он 15 рублей по деньгам. 15 рублей стоит. Не знаю, где жена покупала, но она в сельпо может. Ну, как сказать. Мне понравилось. Мне понравилось. Потом вам решать, попробовать или нет. Раньше бабушка очень часто варила вот этот кисель такой в пачках, который в кубиках, пачках, вот такие пачки. Что-то она с крахмалом, что-то она размешивала. Ну, блин, большие кастрюли она варила так. Пили. А сейчас я уже не помню, когда последний раз мы это готовили. Вот до сегодняшнего дня. Вот. У меня вот уже сегодня 3-й день, вот первая буханка. И еще собаке я давал из этой буханки. Вторую буханку еще не тронул. Вообще не, мало едим. Чуть-чуть горячо только. А так пить можно. Думаю, если с хлебом так навернуть, и еще хлеб с маслом, думаю, на пару часов вам хватит энергии и силы даст. Ой, блядь, как горячо же. Ой, горячо. Ладно, сейчас я попью и пойдем на рыбалку. Так, вон наша изба, здесь налим где-то застряла. И здесь первая жерлица. И здесь я закину прикормку. Пока сходим до туда, может кто-то придет или нет. Да, здесь у нас пусто. Первая пустота. Этот уклейка тут, на, ешь. Короче, если будет какая-нибудь поклевка где-нибудь, включусь, потому что на час съемку у меня карта памяти осталась. Здесь я прикормку оставлю. Ребят, смотрите. Подхожу, а там тычки такие идут. Вот перед этим, перед этой донкой, вон там. Там все размотало, но никого не было. А здесь я явно видел, как палка шевелилась.
Не знаю, там в кадр попало, нет. Так. Да, есть кто-то. Кто-то есть. Не знаю, налим или щука. Да, вон он. Щука. Ребят, щуку поймал. Вон он. Мы с рыбой. Вон попалась. Я счастлив. Вон он. Щукенция. О, видели? Хорошо, между прочим, попалась. На 3 крючка даже. Ну, 2. Один вообще как-то интересно попал вон. Вот, смотрите, ребят. И там плотва. О, все, выплевывает плотву. Вон он. Давай еще дым. Тулан перекусит. О, уже голову вон как высосал, что ли. Ну вот. Все окей. Где-то сантиметров 30, наверное. 10, 20, 35. Примерно вот так. Все. Это же хорошо. Мы ради этого и шли сюда. Ехали. Трудились, сколько труда положили. Так. Все. Начало есть. Где-то, наверное, это 5-я или 6-я донка уже у меня. Все, это крайняя донка тут. Дальше по пути еще 3 донка останется там. Когда на буране будем возвращаться домой. Остановимся, проверим. А здесь это последняя. Больше нигде ничего не попалось. Да и тут тоже чисто. Короче, одна щука только вот. Получается, на 12 донок свежих, которые были. Ну, один там на лим еще сидит, на 13-м. Зацепилась об лед опять. Вот. Не густо, но и не пусто. На уху поймали одну щуку. Вот так вот. Там в следующий раз, может, в другой раз приедем с ночевкой, также закинем донки обязательно. Если с ночевкой приедем. Как спасти? А, все. Ну-ка, уйди. Ну вот, видите, 3 живца, как бы кто-то унес, ну, не зацепилось, а в одной размотала все, и живца не было, а вот самой рыбы нету. И здесь еще, кроме этого, 2 донки без живца, которые были. Вот. Ну, может, рыба не ходит, может, нету, не знаю. Причину того, почему так мало попало. Живцы свежие были, не дохлые, но почему-то никто не попал. Ладно, спасибо, река. И на этом пойдем сейчас, может, к прикормке кто-то подойдет, порыбачу на удочку простую. Тулан лег, ждет. Я тут, короче, подглядывал, прикармливал заранее, толку 0. Вообще ни одной рыбы там я не увидел. Сейчас еще на лимчика посмотрим. Так, уйди, Тулан. Уйди. Надо посмотреть, куда он вообще залез вчера. О, блядь. Вон лей. Вон. Холодно, однако. Сейчас глянем. Сразу запись включил. Так. Что у нас тут?
дно. Где коряга? Куда он застрял, я не понял. Куда-то в сторону он, что ли, ушел. Дно пустое. Это где-то выше, наверное, коряга, видать. Или в стороне. Где-то в стороне. Видите, ни одной рыбы нету, ничего нету. Сейчас потихоньку буду поднимать, крутить. Может, где увидим. Плохо крутится. Хрен я знает, куда он ушел. Вообще не вижу. Да? Потерялся он. Где-то в сторону ушел, видать. Так. Нигде нету. Куда он зацепился-то, бля? Мертво. Зацепился еще. Так. Ну вот лед. Так, вон она этот. Вот шнур. Шнур идет. Куда идет? Вот шнур идет. Идет. Куда-то в бездну идет. И там теряется, видите? Там уже все, я его не вижу. Он в стороне где-то. В стороне. Короче, камерой не увидеть. Одним словом, этот налим не наш, видать. Мы его не достанем. Порвется. Придется... Вон, смотри, вообще зацепилась конкретно на круговую через какое-то бревно он там. Другого выхода у меня просто не оставалось. Я порвал. Все, налим остался там. Где и должен быть, в принципе. Вот так. Вчера тоже сразу вот как-то у меня с собой ножа не было, чтобы распутать все это дело, но когда тяжело дается рыбалка, конечно, так тоже терять добычу. Ну, что поделаешь, все уже, не исправить ничего. Ребят, я ельца увидел. Я увидел ельца. Наконец-то тоже. Очень много прикормки. Вон справа еще я ее видел. Неужели рыба есть тут? Значит, надо закинуть удочку. Нет, я одного точно видел. Копается там в снегу он. Я уже на рыбалку поехал, короче. Так, разведчика я увидел. Один есть. Сейчас еще дополнительно пробурю одну лунку. Думаю, подтянутся. Должны. Чувствует, наверное, вот как бы ранее выдры ходили тут. Я не знаю. У меня буран вон там стоит. Здесь ни разу я еще не спускался. Первый раз вот сюда приехал сейчас. Приехал, да. Но на речку здесь с прошлого раза не был еще тут. Так, короче, попробую сейчас удочку закину. Вдруг я поймаю его.
Ребят, поклевка. Ничего себе. Честно, я не ждал эту поклевку. Я не думал, что будет поклевка сегодня. Но я дождался. Реально какая-то поклевка была. Да. Ну, примерно вот, как я увидел эту рыбину в камеру, минут 15 прошло. Ну и первая поклевка. Сижу примерно 40 минут, примерно. Плюс-минус там 10 минут. Одна поклевка за это время только была. Одна поклевка. И после этого я включал камеру и непрерывно сейчас подсматриваю. И только прошла одна рыбина. Единственная рыбина вроде как по ширине была плотва. Все, больше никто не появлялся. Ни одной поклевки. Ни одной рыбы я не увидел. Одни расстройства, одним словом. Сейчас еще пойду за поворот. Там попробую там еще. И поднимусь на бураницу и по буранице уже буду спускаться. Тут делать нечего. Просто вот в течение 40 минут, если не клюет, какой толк тут сидеть? Да и рыбы нету. Я не вижу никого. Короче, сматываем удочку. Тут делать нечего. Пойду повыше, я еще попробую. Давай. Вон. Того нет, не может. Вперед, давай, Талан. Давай. Тула, лок од'є. Лок. Давай. Тула, давай. Фух. Вот. Так вот. Карабкаемся в гору. О, не может. Снег глубокий. День, устал. Фух, верю. Ну что, буран у нас за поворотом. Короче, на первом месте одна поклевка была. И одну рыбу я видел. Потом вон тут я бурил. Здесь глубоко. Тихое место. Ни одной рыбы не было. Обманываю. Одного ерша видел, только он прошел и все, больше не появлялся. После этого я еще вон выше гнутые березы, вон там еще. Там мелко, с большим течением. Посидел тоже минут 10. Ни одной рыбы я не увидел. Надоело, честное слово, ребят. Верьте, не верьте, на мне эта рыбалка надоела. Это я так говорю спокойно, но хочется поматюгаться. О, бураница. Вот. Пошли домой. Вот такие дела.